С чего начну? Буквально где-то месяц назад я иногда хожу в Берендейский лес, там есть площадка, где спортом занимаются. И там какие-то упражнения делают, что-то еще. Познакомился с одним парнем. Такой здоровый, крепкий парень, пообщался с ним. И он говорит, что профессионально спортом занимается. Я говорю, слушай, а вот хорошо, спорт это редкая профессия, но тем не менее, чем ты в основном занимаешься? Я говорю, я занимаюсь остеопатией. Ну, конечно, сразу вспомнил другие термины, остеохондроз, 5-10, так, и да, это понятное дело у нас, это может быть тело, это позвоночник, это кости, это все, это хозяйство. А я говорю, вот у тебя есть, где учились? Где учились? Он говорит, я нигде не учился, я говорю, я себя так чувствую целителем, и я, одним словом, хорошо чувствую людей. Я сразу вспомнил Кашпировского, который заряжал бессметное количество 3-литровых банок водой. Это было дело так, это до сих пор, по-моему, остались приверженцы этой, если так можно сказать, веры. И вот по какому вопросу мы с вами собрались? Тема называется, вот посмотрите, пожалуйста, «История и культура чувашского народа, наука и псевдонаука». Конечно, данная тема это folk history, как назвал этот термин один из ученых, историков российских. Это околонаучная теория, это желание что-то сказать новое. Это, одним словом, как говорят английские ученые, то есть есть такой мем, знаете, так, да, когда мы имеем что-то несерьезное, что-то околонаучное, всегда мы с вами говорим, как говорят, как утверждают английские ученые. Поэтому вот мы собираемся иногда на заседании ученого совета, и у нас желание, чтобы так про чувашскую науку не говорили. Такое есть желание у наших маститых ученых. Поэтому повестка дня у нас есть очень известный почетный гость, министр образования Чувашской Республики Дмитрий Анатольевич Захаров. Он у нас в институте работал, он понимает, где истинная наука, где псевдонаука, где фолк-история. Несколько слов, Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Николаевич. Да, коллеги, если позволите, то сидя. Вот буквально на прошлой неделе к нам приезжала большая делегация из нашего подшефного региона Запорожской области, из Бердянского района. И наши коллеги, педагоги, это учителя, директора образовательных учреждений данного муниципалитета привезли учебники истории. Учебники истории написаны на украинском языке, буквально год издания стоит 21 год, то есть до известных событий оставался буквально год. И в этих учебниках довольно интересно описывается, например, взаимоотношения России и так называемой Украины 17 века, когда Богдан Хмельницкий уже совсем по-другому рассматривается как историческая личность. Точно такой же описательный характер посвящен Великой Отечественной войне, где взаимоотношения внутри Советского Союза предоставлены совсем не в той конве историографии, к которой мы привыкли. В частности, те украинские националистические организации, которые формировались под влиянием сперва немецкой, потом английской разведки, сегодня преподносятся в этих учебниках как освободительное движение Украины. От кого они освобождались, конечно, вопрос, но этот вопрос для авторов учебников для школьников Украины, он уже снят. Конечно же, освобождаться от советской оккупации, как они называли, возьму это в кавычки. Я к чему? К тому, что история это должно быть академически выдержанное научное направление, где различные наслоения, хотя и имеют место быть, они имеют такое переходящее, моментное
направление и должно не уходить. Сегодняшняя тема круглого стола, я считаю, крайне важна именно для того, чтобы на этой площадке обсудить, что же является наукой и псевдонаукой уже в разрезе региональной истории. И те ошибки, которые совершают сегодня, понятное дело, по указке стран НАТО на Украине, конечно же, они должны быть пресечены. В том плане, что история должна быть выдержана как наука, должна быть объективна, опираться на источники, на иные документальные, скажем так, издания, но в любом случае история должна быть отсеяна от псевдоистории и той фальсификации, которая происходит. Сегодня в школьной науке или же в школьной истории очень серьезные изменения. Наверное, мы слышали о том, что для 10-11 классов вышли новые учебники по истории, в которых уже общегосударственная канва присутствует в изложении тех или иных исторических эпох, моментов, событий, фактов и личностей. Эти учебники общеприняты для всей страны, для всех школ, вне зависимости от географического расположения. Считаю это правильным, потому что то разнообразие учебников истории, которое было характерно для 90-х годов, дало, к сожалению, неверное толкование тех исторических событий, которые происходили. Буквально на днях, перед 4 ноября, министр просвещения Кравцов уже презентовал новую линейку учебников истории, которая будет посвящена более древней истории, это средневековая история России и древняя история России. И учебники будут охватывать уже 5-9 класс. Кроме самой истории, как исторической дисциплины, как предмета, который преподается в школе, сейчас издается и общество знаний. По большому счету, вот эти два столпа гуманитарной науки, которые необходимы в нашей школе, получают завершенное выражение, и учебники кладутся на стол наших учеников, выдержанные после хорошей редактуры, после того, как они пройдут все соответствующие проверки. Но в любом случае, это своевременное решение, я уже говорю про нашу сегодняшнюю площадку, на которой мы будем обсуждать многие вопросы региональной истории. Я посмотрел программу, довольно интересное сегодня выступление предстоят. Уверен, что будет и живая дискуссия, и есть вопросы, которые, скажем так, не решаются с первого раза, но по большому счету рад тому, что мы обратились именно к данной проблематике и к проблематике очищения истории от тех наслоений, которые были и имеют место быть. Спасибо, Юрий Николаевич. Я тогда пожелаю успешной работы нашего круглого стола. Спасибо большое. Секунду, давайте, секунду. Смотрите, не будем торопиться. Хорошо, есть порядок. Есть порядок, и все вот эти моменты, которые связаны с вашими эмоциями, чуть позже. Не торопитесь, пожалуйста, хорошо? Дмитрий Анатольевич не зря сказал по поводу академической выдержанности. То есть мы с вами сегодня находимся в академическом институте. Будем обсуждать вопросы в академическом стиле. Выдержанно, корректно, и чтобы из наших уст некорректность по отношению к кому-либо, к чему-либо не было. То есть мы с вами обсуждаем в содержательном плане те издания, которые были изданы, и мы с вами не должны отходить от академизма. Договорились так, да? Все, тогда значит мы с вами. Лично министру Значит, смотрите, я здесь командую, поэтому будьте добры. Хорошо? Напишите. Договорились, да. Если напишите, будьте добры, так. Вот Дмитрий Анатольевич не сказал, пока вот уже вот академики тоже начали порядок портить. Смотрите, Дмитрий Анатольевич сказал по поводу федеральных учебников истории, так ведь, да? А мы с вами совместно и все историки высших учебных заведений, значит, и историки нашего института участвовали в создании учебников для 5, 6, 7 классов. Вот, Денис Михайлович, я вам сейчас отправил в телеграме, пожалуйста, если можно выставить как раз
пока вот это вот не окончательный вариант, ну, в принципе, уже 95% уже готовы учебники. Посмотрите, пожалуйста, 6 класс, это вот издание наших коллег, они написали, они и электронную форму учебника написали. По возможности, хорошо? И вот я хотел уточнить, вопрос у нас первый. Виталий Петрович, сейчас, секунду, пока порядок есть. Подождешь. Все норовят. Все норовят. Виталий Петрович, по регламенту сколько мы с вами можем уделить вашему времени? 15-17. Хорошо, давайте 15. Постараемся. Да. Пожалуйста, вам предоставляется слово. Спасибо. Телефоны будьте добры, выключите, пожалуйста, коллеги, или на беззвучный режим поставьте. Особенно академики. Да. Добрый день, уважаемые коллеги, товарищи, гости, многих участников нашего курса я вижу впервые в этом зале. И Микрофон, пожалуйста, поближе. Да, микрофон, да? Да. Хорошо. Ну, конечно, у меня непростое положение. А в программе написано, что я должен говорить о некоторых работах Владимира Николаевича Амантаева, которые я, собственно говоря, рецензировал, редактировал в свое время. Хорошо. Спасибо. Ну, такого решения дирекции, и у нас в программе так расписано, по ряду работ, выступления будут. Конечно, вначале я хотел остановиться на некоторых общих положениях. Ну, для общества всегда лучше, когда его большая часть придерживается золотой середины, как наш институт. Люди с края могут вести диалог с людьми из центра, но края, как правило, не могут вести диалог друг с другом. А когда такое случается, то после этого каждый из них оказывается еще больше убежден в своем мнении. Проблема в том, что общество может поляризоваться, то есть люди из середины переходят к краям. И тогда способность к диалогу теряется. Но псевдо-греческое, как известно, это ложь. Но мы ни в коем случае не должны и не можем сегодня говорить, что все, что пишется и издается в Чувашии, вне государственных научно-вузовских учреждений, есть фальшивая наука. Есть проблемы с смещением акцентов, психологической изолированности, человек яркой и как бы всем априори должны быть понятной теории. Вот, к примеру, очень часто пользуются в этом плане теорией Марра. Одним из характерных признаков псевдонауки, ну, если так названа наша конференция, наш круглый стол, является использование в отношении реальной науки терминов официальная наука, ортодоксальная наука, догматическая наука и тому подобное. Противоположность альтернативная наука, фольк-наука, нетрадиционная наука. Утверждается, что официальные ученые игнорируют, как правило, открытие нетрадиционалов. Вот я недавно посмотрел книгу, мне Фейра передал, 15 годов, по-моему, Петр Павлов. Он откровенно пишет: ученые Чувашии почему-то не признали теорию Марра, а продолжили руководствоваться лжетеориями западных буржуазных историков по финно-угорскому, агус-агура, анагур-болгарском и тюркском происхождении чувашского народа. Дубалов и том профессор Ильфурчин. Чувашские ученые указанные народы ошибочно считали своими предками, пишет он. Не признали учеными Чувашии своих кронородственных Сабар Аббас, арабо-чувашских племен, за своих истинных предков привело к весьма странному и печальному факту, то есть к превращению Сабар-Чуваши потоков финно-угор, полузо-агуров, анагур-болгар, тюрков и также семитов. В общем, вот такая книга называется «Чуваши, шумеры, месопотамские сулары», 15 год. Особенность современной ситуации в взаимоотношениях профессионалов и непрофессионалов заключается в том, что современные фольк-историки также имеют высшее образование, нередко историческое,
но чаще технические, строители, инженеры, программисты и так далее. Но это начитанный народ, но по-своему трактующий, казалось бы, общепринятые у историков положение о этногенезе в частности. Синдром академика, физика, математика, Фоменко, как вы знаете, это человек, отрицавший все, что было написано в академических трудах. Он утверждал, написал целую книгу, что золотой Орды не было. Вот все, не было истории. Методологическая проблема в связи с историками заключается в том, что очень часто они работают на подтверждение, доказывание, обоснование только одной уже зародившейся в голове и ставшей для них аксиомной точки зрения. Очень часто они оказываются в плену априорных суждений, то есть заранее до научного обоснования возникшего представления. Но беда в том, что имеет место быть и датированность проблематикой, перебор. Только так, а не иначе, утверждают они. Ну, наука этого, конечно, не любит, и потом многие, конечно, итоге становятся шаткой конструкцией. В свое время Василий Николаев, он доктор технических наук, профессор, разыскал предков Сувары и Болгар Малой Азии. Александр Николаевич Семенов здесь присутствует, инженер-механик. Владимир Николаевич Алмантай, кандидат культурологии, по образованию географ первоначальному. Сделал очень много для подтверждения суварской теории этногенеза Чувашии. Молодцы в целом. Работали. Лично помогал Василию Васильевичу Николаеву и Алмантаеву, и Юрию Юнадьеву, исходя из соображений, что они своей активной деятельностью формируют в людях интерес к истории, а по сути пропагандируют исторические знания. То есть идет у них активный поиск истоков народа. И занятие историей у них как хобби. Кто-то в горы идет, кто-то с рыбалкой не вылезает, кто-то музей создает, кто-то что-то еще мастерит, вяжет, кто-то машину собирает своими руками, кто-то стихи пишет, кто-то всю жизнь бегает, спортом занимается. То есть для историков это некое побочное занятие. Они по-своему упражняются в поисках и решении зачастую слабо изученных проблем. Но главное при этом, своими трудами они не нарушают Конституцию. Требования не разгоняют межнациональную рознь, межрелигиозную рознь. Все строго соблюдает требования закона. В любой научной концепции по этногенезу того или иного народа обязательно присутствует миф. Хорошо, что у Чувашии имеется своя богатая этногенетическая мифология, в том числе и суварская, как вы себе знаете, как бы подтвержденные, пусть и косвенно, источниками. Этногенез Чувашии не трактуется в нескольких направлениях, в основном как болгро-чуварская, сувара-чуварская, марийско-чуварская, шумеро-чуварская, болгро-сувара-чуварская, гунно-чуварская. У татар три направления в основном в объяснении их происхождения. Болгро-татарская, татарско-монгольская и тюрко-татарская. Но, конечно, надо иметь в виду, что 90-е годы и в наше время, хотя уже поменьше, пореже, появляются публикации о происхождении Чувашии из Шумера, Элама, Месопотамии, Малой Азии, Передней Азии, из Индии. Кстати говоря, в Болгарии, в Дунайской Болгарии, где возникают проблемы с турками и болгарами-мусульманами, некоторые историки, известны причем, и этнологи, и в политических соображениях стали отрицать тюркское происхождение протоволга и хотят их вывести из Индии. Мы индийцы, говорят. Но в основном некоторым бывает не по нутру азиатское, тюркское происхождение предков Чувашии. Так и пишут, но я фамилию не буду называть. Чуваши не могли выйти из Азии. Вот такое утверждение. Другие пишут, что предки Чуваши,
сувары внесли огромный вклад в создание и развитие мировой цивилизации. И такое утверждение есть в публикациях. Но все авторы-любители основаны на сравнении нескольких слов древних языков с озвученными современными словами. В большинстве случаев древние слова имели совершенно другую семантику, чем озвученные чувашские слова. Но могут быть в разных языковых семьях, их всего 9, очень редкие фонетические совпадения слов. Такие слова, по крайней мере, в 7 языковых семьях сохранились под древнейшей настрофической стадии языков, когда еще был общий про язык в значительной части семья. Вот, например, упало уже. Шумерский город Ана – это чувашский деревня Анаткас. Город Синов – это деревня Синер в Альпийском районе. Город Кувейда, ну тут, конечно, нашел 7 чувашских деревень Кувей. Или Парфия – это Парфирасы. Ур – это древний город, поселок Румары. Ну, вот так примерно идет исследование некоторых важнейших аспектов этногенеза. Но проблема в чем? Проблема в категоричности выводов. Например, что интересно, Николай Иосиф Воробьев, один из создателей первого тома Чувашии, 1956 год, пишет: при рассмотрении, это доктор наук, исторических наук Казанской, при рассмотрении вопроса о формировании чувашской народности надо решительно отбросить выдвигавшиеся до революции теории о том, теория в кавычках, что чуваши пришли на место своего современного обитания с какой прародины был уже сформировавшийся народ в виде, имеющий свое современное имя, тот же язык и основы той культуры, которые известны в течение 2-3 последних столетий. Также непреклонны по-своему были и Альфред Хариков, археолог из Казани, Закиев, языковед, тоже из Казани, а Василий Дмитриев вовсе считал татар народом, не имеющим никакого отношения к булгарам. Вот категоричность, она присутствует не только у историков, но и, видите, у людей, имеющих докторские степени. Владимир Николаевич Алмантай считает, что современные чуваши – это сувары, и так и должны называться. И вопрос был включен в перепись 2020 года. 11 человек записались суварами во время этой переписи. Не чувашами, а суварами. Ну, наши казанские коллеги проводят круглые столы, часто в Институте истории Маржани. И там на Субае Искандер Ленурович Измайлов, известный ученый, считает ложным, что чуваши есть потомки, не принявшие ислам сувары. Дальше он пишет, что булгарский язык не был государственным, как-то вот так не понятно, конечно. Арабским языком пользовались, а булгарский язык – это койне. Ну, второй язык, который койне, как правильно, да, даже. Ну, это говор, который воспринимает всех социальных групп в государстве. Давид Петрович, регламент. Все хорошо. Так, теперь я, значит, вот о чем хотел бы сказать. Алмантай пишет, что если сувары, современные чуваши, то, конечно, следуя этому своему нарративу, значит, в своей книге тоже издает вместо чуваши пишет сувары. Вот именно эта книга, его большая книга, серьезная очень, этнические имена сувара чувашей. Там все имена указаны как суварские, хотя не чувашские. И нарские, если нет, извините, указан как суварский. Это, конечно, перебор. Мы не знаем, какой был язык у сувар. Измайлов считает, что у сувар язык был язык, как у чувашей. Что интересно. Ну, надо сказать, нам угораздило же
мы имеем перевод Ковалевского, значит, записок Ивана Фадлана. Никакой другой народ не имеет, никакие другие племена Волжской Булгарии, Паранжары, Езерели, Демтюзи и так далее, ничего не имеют. И о них никто ничего не помнит, никто ничего не знает, вокруг них никакие дискуссии не ведутся. Но вот Иван Фадлан записал про Сувар. И вот с тех пор, ну, скажем, куркаемся с татарами вокруг вот этого сюжета записки Ивана Фадлана, утверждая, что эти сувазы есть чуваши. Вот этот момент, конечно, наши фольк-историки очень сильно активно используют, но не только. Каховский Василий Филиппович написал свою докторскую диссертацию, его книги 75 страниц посвящены Сабирам Суварам. Пожалуйста. Вот где миф, где реальность. Васильевич писал, все свои труды обязательно упоминал про эти записки Ивана Фадлана. И каждый историк, профессионал его, фольк-историк ли, об этом обязательно напоминает в своих книгах. Обязательно. Дальше другой вопрос, который я хотел бы просто в конце заключения сказать вот о чем. Значит, вольное, конечно, есть толкование, значит, истории исхода Сувар из Суварского княжества. Якобы из нежелания принимать ислам, значит, князь Суварский ушел чуть не на правобережье Волги. Измайлов говорит, что это не совсем из-за религии, а просто-напросто у Алмуша был договор с хазарским хаганом, и он не имел права связываться с багдадским халифом, с которым был в не очень хороших отношениях хазарский хаган, и он как бы нарушил этот договор. А Вырх на самом деле был зятем Алмуша. Реально, он зять Алмуша. Вот. Он выступил не из-за того, что значит, не воспринимал ислам, а как раз по вопросу государственного характера. Вот. Это вот утверждает Измайлов так. И Виталий Петрович, все заканчиваем. Виталий Петрович, я что-то не понял. Вот Измайлов есть у нас, допустим, все остальные есть, а вашей позиции здесь не видно. Понимаете, вот Моя позиция. ваше выступление это не ваша позиция, это перечисление всех тех позиций, которые есть. Значит, об этом все знают, по вашему счету. Конечно. Ваша позиция какая? Это вот, допустим, давайте хорошо. Моя позиция все такая, что по религиозным соображениям Вырх увел Сувар. Вот. Об этом написано в записках. А сейчас идет толкование уже в наше время, ну, из соображений каких-то других. Вот. Искандером Измайловым и другими товарищами, вот, которые пока не совсем его поддерживают, конечно, их немного. Я считаю, что укоренилось уже, тренд такой есть, что по религиозным соображениям Вырх увел свое племя на другое место, не пожелав принять ислам. Так, это первое. Второе, моя позиция по поводу того, что надо писать постоянно Сувары, Чуваши. Сувар, о Суварах неизвестно с XI века. Вообще ничего. В русской летописи ни одного упоминания вообще о Суварах нету. Вот сегодня подражать искусственно Сувар и называть себя Суварами, конечно, было бы не совсем научно. Вот моя позиция такая. А вот хотел еще один вопрос уточнить. Допустим, у нас 3 книги заявлены, 3 книги мы говорили обо всем, и вот мне были запросы, допустим, те утверждения, которые, в принципе, здесь в Томе, ваши потом, там дальше давайте, 3 позиции обозначены, и ни по одной позиции вы ничего не сказали. Я сказал по позиции, значит, по этническим именам, так. Потом по поводу того, что Вырх увел свое племя из соображений религиозных, значит, об этом небольшая книжка есть.
Это указано в программе. Вот. Там главное вот это утверждается. И третье, то, что я сейчас не успел сказать даже, Алматай считает, что чуваши назвали чувашами в царское время. Просто исходя из того, что вообще всех явтачных крестьян, Мордву, Батяков, Малицев, даже часть русских называли явтачными крестьянами. Чуваши явтачные. Вот. Ну тут вопрос, и он поэтому пишет, что это чуваша в данном случае социальный термин, не этнический термин. Я с этим коренным образом не согласен. Почему? Только чуваша приклеилась чуваша, вот это название, а марийцам нет, удмуртам нет, мордвы нет. Они как были мордва, как черемисы, как ватяки в этих крестовых книгах, они так и остались под своими названиями, по своим этнонимам. А только чуваши вдруг, оказывается, сувары бывшие записаны были из, ну, соображений указывают эти соображения, записаны были чувашами. Поэтому мы не чуваши, а сувары, считает Алматай. Вот эти позиции, 3 позиции у Алматая. Я про это и свои позиции выделил. А ваша позиция по отношению к позиции, допустим, автора издания какая? Я просто уж веду вас, сейчас интернет. Сейчас, секунду. Чтобы было понятно. Вот эту книгу, кто мы, Сувар-Булгар или Чуваши? Я тут редактором выступаю. Вот указываю. Вот как редактор, вот посмотрите, на вот 9-й странице. Редактор считает необходимо отметить, что большинство исследователей достаточно чуваша, приказаний и заказаний видят население менее связанным с булгарами, но подвергшимся последующий период до конца 17 века. А татарами, смотрите, опять по которому это мое указание. Я читателям указываю, что это я не, как редактор не согласен с утверждением автора. Хорошо, спасибо. Виталий Петрович. Вопросы еще какие есть? Виталий Петрович. Есть очень много вопросов. Пожалуйста. Один задача. Не хватит нам. Хорошо. Владимир Николаевич, дальше давайте. Не согласны. Здесь многие позиции не согласны. Действительно, есть необходимость нам собраться, уже давно она назрела, поскольку все-таки все вопросы, которые поднимаются, обсуждаются, то, что мы читаем, они перед нами, в свою очередь, ставят массу новых и очень много вопросов. Вот те книги, которые на сегодня представлены на выставке, вот те представители, о которых мы будем в частности говорить, как уже здесь было сказано, они все являются представителями альтернативной студии. То есть уже само понятие альтернативной истории показывает, что есть одна история, одной школе пространства исторической мысли, и есть академическая научная история. И они, к сожалению, развиваются у нас параллельно и по многим вопросам не совпадают. Общее понятие, прежде чем переходить к тем лицам, о которых я буду говорить, я бы хотел показать общую природу, характерную для альтернативной истории. Как уже было сказано, обозначается оно термином «политистории». «Полит» — это народ, «history» — «history». «Полит» — народ, а «history» — это история. То есть, если говорить о коннотациях этого слова, имеется в виду история для народа, самодеятельная история, массовая история. Но есть и более резкие такие негативные коннотации, как лжеистория и псевдоистория. То, что возникновение вот этой альтернативной истории, мы знаем, происходит главным образом в 90-е годы, хотя представители этого направления встречались и гораздо раньше. Но массовым явлением становится как раз в конце 90-х годов и в начале нынешнего века. С чем это связано? Это связано с тем, что, вы знаете, на рубеже 80-х, 90-х годов произошел крах прежнего исторического мышления, мировоззрения. Единственная верная марксистско-ленинская методология шла в прошлое, и это вызвало брожение во многих умах историков, не только историков, но и тех, кто интересовался историческими вопросами. Исчезла и просто откровенная цензура, техническая цензура.
Я еще сам помню, будучи аспирантом в 90-е годы, когда написал автор реферат своей диссертации, пошел к цензуру, который поставил печать, разрешает печати. То есть, видите, были ограничители не только мировоззренческого, идеологического характера, но и чисто техническое. Все это в 90-е годы еще ушло, и все это создало поле для развития исторической мысли. Представители альтернативной истории, они при всем разнообразии их трудов и фамилий, имен, даже вот наши чувашские альтернативщики, они, может быть, между собой и не знакомы, не общаются, но при этом есть общее начало, которое всех их объединяет и позволяет говорить нам как об общем явлении. Во-первых, как здесь уже было сказано, в большинстве своем они не имеют базового исторического и даже гуманитарного образования. И это все-таки накладывает свой отпечаток, потому что есть техническое мышление, есть естественное мышление естественника, есть мышление гуманитария. В оценках, в анализе они расходятся, то есть база совершенно разная. Второй момент, который объединяет все труды наших альтернативщиков чувашских, заключается в том, что, как правило, они занимаются не как правило, как оно есть, их интересует и центр их изучения, это вопрос этногенеза и древней истории народа. Это не случайно, потому что это самая сложная, самая запутанная история. Вот здесь больше всего возможностей для домысливания и, если высказаться более резко, для фантазии, потому что очень мало документальных источников, письменных и вещественных доказательств. Практически не встретишь представителей фольк-истории в 20 или 21 веке, хотя там тоже есть, конечно, такого рода явления, но они больше связаны с проблемой идеологического характера. Третий момент, который характерен для всех представителей альтернативной истории, это исторический ревизионизм. То есть они подвергают сомнению критики труды своих предшественников, прежде всего представителей академической науки, и в ряде случаев доходящие до нигилизма, то есть полностью отрицают достижения академической научной истории, считая, что они совершенно неправильно, неверно трактуют эти вопросы. Четвертое характерное явление, о котором Виталий Петрович сказал, это уже из области психоэмоциональной сферы, это одержимость. Как правило, все они, в общем-то, пишут вроде бы не ради денег, ради свои деньги, средства, свое время, одержимы какой-то идеей. Но при этом, кстати, не исключается меркантильное соображение. Например, Алмантай, который заручился финансовой поддержкой, сейчас реализует свой проект создания Приморской крепости, Суварской крепости. То есть сугубо такие личные интересы нельзя исключать. В чем принципиальная разница между представителями академической, научной истории и представителями альтернативной истории? Хотя, казалось бы, они работают над одними и теми же вопросами, вроде бы ставят перед собой какие-то цели эгоистического поиска, искренне верят на тем, на чем работают и что ищут. Принципиальная разница заключается в том, что для представителя академической исторической науки история – это наука. И он стремится написать подлинную историю, объективную историю на основе научных методов познания. Что это такое? Это значит объективизм, это системность подхода, это всесторонний комплексный подход. Работа настоящего историка сродни работы следователя, который собирает факты, скрупулезно изучает, на основе вот этого общего анализа и делает вывод. Для представителя альтернативной истории история – это упражнение в науках, это игра ума. То есть он стремится обосновать собственную какую-то свою идею. При этом, если говорить о методологии представителей альтернативной истории, когда видишь их труды, то там четко видно, что вся их мыслительная конструкция базируется на двух основах. Во-первых, это абсолютизация, и во-вторых, тенденциозность. Вот эти особенности методологии представителей альтернативной истории я бы хотел продемонстрировать на примере вот этого Геннадия Егорова, Кеннемана. Несмотря на то, что он сейчас уже как бы вышел из публикаторской деятельности, и, насколько мне сказали, покинул наш мир, но тем не менее о нем нужно сказать, потому что с моей точки зрения он сыграл особую роль в развитии альтернативной истории. Во-первых, он был одним из первых представителей этого направления.
одним из самых ярких представителей этого направления. Во многом он заложил тенденцию альтернативной истории. И еще один момент, пожалуй, он из тех людей, который написал большое количество работ в этой области. Самого Львой Тапуца. Он написал 9 книг и 48 публикаций. Все они, кстати, представлены на выставке, и можно с ними ознакомиться и почитать их. Значит, в чем заключается методология исследовательских подходов Геннадия Егорова? Значит, суть его концепции исторической, которую он четко проводит во всех своих работах, заключается в том, что чуваши – это гораздо более древний народ, чем представлен в нашей академической науке, которая, в общем-то, связывает происхождение чувашей с болграми. С его точки зрения, чуваши – это прямые потомки шумеров. Отсюда и одна из первых его работ «Воскресение шумеров». Она была названа так совершенно не случайно. Тем самым он хотел подчеркнуть, что посредством, значит, своей работы он как бы воскресает шумерский народ в виде чувашей. На чем основана методология и доказательная база этого Геннадия Егорова? Довольно простая доказательная база. Он берет слова из шумерского языка, апеллирует к известному специалисту в области истории Древнего Востока Дьяконова, который написал словник шумерского языка, и чувашские слова, и проводит между ними параллели. И что у него получается? Вот, значит, он посмотрел этого Дьяконова, он прямо пишет, что он как раз знакомился со словником шумерского языка, историка Дьяконова, пишет, значит, шумерские слова «она» и «ата», чувашские слова «они» и «оте». Потом шумерское слово он нашел «ави», сын, и чувашское «ивл», сын. Потом чувашское слово «щогар», хлеб, и «шебур», уже шумерское слово. И вот на этом основании я не буду приводить другие примеры, потому что у него вся книга на третью часть состоит как раз из этих параллелей, из сопоставлений шумерских и чувашских слов. На этом основании он делает однозначный вывод, прямо на странице 14 он пишет, что, значит, шумерский язык – это есть чувашский язык, а шумеры – это есть чуваши. Вот такой вывод. При этом, конечно, никакого серьезного структурного лингвистического анализа он и не делает, и не хочет делать. Если посмотреть список его работ, там нет ни одной ссылки на серьезного специалиста-лингвиста, который занимался изучением шумерского языка. Фалькенштейн, там, Аттингер, Паскаль и другие. Конечно, их работы в полном виде не переведены, но какие-то выдержки все-таки присутствуют. То есть автор остался плену своей собственной концепции. Если это слово присутствует в чувашском языке, значит, оно шумерское слово. Другая его такая стержневая идея, которую последовательно придерживается во всех своих 9 книгах, это концепция чувашецентризма. То есть чуваши – это основа, в общем-то, всего человеческого мира. Корни чувашского находят во всей человеческой ойкумене, вплоть до, скажем, Нового Света, у инков, у майя. Там он тоже нашел 120-140 созвучных слов чувашским языком. Исходя из этого, он тоже устанавливает генетическую связь между чувашами, инками и так далее. Вот. Но этот человек работал на протяжении почти 20 лет над этой проблемой. И такое все-таки, когда человек погружается в тему, изучает научную литературу и так далее, оттачивает свой ум, свое мышление, все-таки происходит какая-то аналитическая, научная эволюция, как показывает опыт того же Шлимана, может быть, археологи подтвердят, который все-таки начал как любитель, но потом вышел на определенные научные основы. Примерно более близкий для нас Василия Магнитского, я прекрасно знаю его труды по Козловке, который он начал писать, будучи просто собирателем устных преданий легенд, но шаг за шагом он вырос достаточно серьезного исследователя. Мы не видим такой эволюции у Геннадия Егорова. В конечном итоге его историческая мысль сводится к тому, что он установил, значит, такую связь. Значит, шумеры никуда не исчезли, они стали египтянами, шумерская цивилизация переросла в египетскую цивилизацию, египтяне породили скифов, а скифы породили чувашей. Вот его последнее монографическое исследование скифов и чувашей, потомки, значит, этих шумеров, египтян, он прямо пишет, и не только пишет, он даже не использует этноним чуваши,
а у него есть раздел «Скифы времена правления царя Федора Иоанновича». То есть этим все сказано. Поэтому я хочу сказать, что когда мы говорим о представителях альтернативной истории, с одной стороны, мы должны приветствовать, что в наше академическое сообщество вступают люди, которые движимы каким-то поиском, стремлением получить историческую истину. У нас свобода мысли, свобода слова, мы это все прекрасно знаем, согласно Конституции. Но с другой стороны, то, что они пишут, и то, что они преподают массовым читателям, вы посмотрите на их книги, как они красиво и красочно оформлены, реальный продукт их работы – это деконструктивная роль, потому что они формируют искаженные, неправильные историческое мировоззрение, просто дают неправильное знание. Вот в чем проблема альтернативной истории. Поэтому представителей этого направления я бы хотел призвать к тому, чтобы не надо отрицать академическую историю. Если вы работаете над какими-то научными проблемами, пожалуйста, постарайтесь подняться выше своей точки зрения. Умейте анализировать все это на основе всего комплекса явлений. То есть научно, с академической точки зрения делайте это. И не отрицайте академическую науку, и не относитесь к ней отрицательно, то, что ученые пишут одно, а они пишут совершенно другое. Вот на это обстоятельство я хотел бы указать. Теперь, что касается буквально 5 минут книги Александра Семеновича Савруша. Ну, конечно, автор задался вопросом ответить на то, кто такие соколиды, и выдвинул одну из этих гипотез, отвечает на этот вопрос. С его точки зрения, соколиды – это сословие или социальная группа жрецов-волков. Ну, мы можем говорить о том, что это всего лишь гипотеза, потому что четко выверенной доказательной базы мы пока не представим. Вот если появятся у нас какие-то новые источники, новые вещественные свидетельства, тогда мы можем делать однозначный вывод. Но пока таких выводов четко, аргументированно вы не можете представить. Ваша версия всего лишь одна из гипотез, 10 или 11 гипотез, которые вы представили в этой книге. Не более того. Это моя точка зрения просто, с моей точки зрения методологии. Если появится, пока мы вообще не можем однозначно ответить на вопрос, кто такие соколиды, только обсуждать в аспекте версии гипотез. Вот если у нас появятся дополнительные письменные свидетельства, а если, по крайней мере, вы указываете 3 только письменных источника, и какие-то материальные вещественные доказательства, тогда мы можем прийти к более категоричной позиции. Но пока это всего лишь гипотеза. Хотя очень интересная, конечно, гипотеза. Спасибо за внимание. Секунду, сейчас, подождите. Наверняка у автора есть несколько вопросов. Потом он еще хотел высказать свои. Отвечу при выступлении. Значит, Владимир, Хорошо. Мне больше вопросов принесло образование сегодня. Министр письменной формы. Министр письменной формы. Да, конечно. Андрей Николаевич, разрешите дать небольшую паузу, и я пойду дальше. Очень хорошее выступление. Вот то, что я сейчас услышал, считаю, что довольно своевременно мы проводим вот эту площадку. Владимир Николаевич, отдельно спасибо за выступление и за такой четкий разбор данных произведений, которые вот сегодня были отражены. Потому что, да, мы говорим, есть академическая история, есть псевдоистория, но увлеченность псевдоисторией иногда заводит очень далеко. И вот выступление Владимира Николаевича как раз мы сегодня увидели, что увлеченность так называемой альтернативной истории, к сожалению, уводит крайне далеко, и в 90-е годы мы с этим были знакомы. Каждый вывод сделал, я думаю, из этой ситуации для себя. Хочу пожелать дальнейшей хорошей работы. Уверен, что площадка, она не последняя, не окончательная, но в частности, немножко приоткрою завесу, да, Измайлов, о котором сегодня много говорилось, выступление. Буквально мы 21-22 ноября проводим окружной форум учителей истории, где будем разбирать в том числе методику преподавания истории для наших школьников по новым учебникам. В частности, наши казанские коллеги тоже приедут. Я думаю, одну из встреч можно организовать здесь в институте, потому что вот сегодня я услышал очень много вопросов, которые могут быть обсуждаемы. Благодарю. Дальнейшей успешной работы. Спасибо. Это сложные научные проблемы,
под влиянием этнических, этнокультурных, конфессиональных, государственно-политических, социально-экономических и прочих факторов на протяжении длительного исторического периода происходила трансформация и синкретизация мифологических представлений, религиозных обрядов и традиций. Существенные трудности специалисты испытывают при попытке ретроспективной реконструкции глубинных пластов древнейших религиозно-мифологических воззрений и ритуальной культуры практики предков чувашей, идентификации и интерпретации богов, божеств и духов, их этимологии, анализа сакрального и исторической динамики. Следующие трудности заключаются также в том, что эмпирическая база по древнейшим предкам чувашей во многом фрагментарна. В связи с этим автор при изучении названной проблематики должен, конечно же, опираться на совокупность всех имеющихся на сегодняшний день исторических источников. Это и древнейшие нарративные памятники, это и письменные источники, это археологические артефакты, архивные материалы, труды арабских и европейских авторов, этнографические и фольклорные записи, а также сравнительный материал родственных и исторически контактирующих племен и народов. Причем сочинения авторов необходимо рассматривать с учетом их социальной принадлежности, тенденциозности и субъективности. В условиях отсутствия письменных документов историческая лексика и семантика слов могут явиться единственными достоверными фактами, на основе которых ретроспективно можно восстановить эволюционную последовательность и осуществить хронологическую стратификацию религиозно-мифологического воззрения чувашей. В регионалистических работах нередко именно похожие по звучанию слова из современного чувашского языка со словами языка древней этнической общности становятся главными фактами, аргументами подтверждения той или иной гипотезы по истории и культуре народа, в том числе и, конечно же, религии и мифологии. Однако для подобных обобщений необходимы специальные лингвистические знания по исторической эволюции, лексико-фонетической закономерностям чувашского языка. Ну и, конечно же, исследователь религии и мифологии чувашей, будь то ученый или фолк-историк, должен владеть общенаучными и специальными методами познания. Об этом сегодня не раз уже говорилось. Ну, по реконструкции религиозных верований необходимо применять историко-хронологический, историко-генетический, ретроспективный, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный, ареальный и ряд других методов. Причем важно подходить к проблеме комплексно и дисциплинарно, используя современные достижения гуманитарных наук. Сегодня на круглом столе мы обсуждаем книги исследователей и краеведов, которые красочно оформлены иллюстрациями, изданы в типографии «Новое время» и чувашском книжном издательстве большим по современным меркам тиражом, 1000 экземпляров. Они названы научно-популярными изданиями. Ну, я предлагаю начать с книг художников и дизайнеров Юрия Ювеналовича и Сергея Юрьевича Ювеналиева, соответственно, хронологии. Так, первая книга – это «Культура Суара-Булгар. Этническая религия и мифологические представления. Чебоксары 2012». И вторая – «Этническая религия, традиционные праздники и обряды Суара-Булгар. Чебоксары 2020». Первое, что обращает внимание в них, это отсутствие ссылок на какие-либо источники и литературу. Краткий список использованных публикаций дан лишь в конце книги. Безусловно, при исследовании этнической истории, материальной, духовной культуры, в том числе религии, чувашей, необходимо опираться на весь комплекс существующих источников и давать ссылки на них в целях аргументации выдвинутых гипотез и положений. Автор полагает, что этническая религия Суара-Булгар – построенная система мировоззрения о едином Боге и мироздании, возникшая тысячи лет назад на основе трудовой и духовной деятельности, и имеет многовековую историю, тесно связанную с религией древних народов Месопотамии, Египта, Кавказа, Причерноморья, Поволжья, Передней и Средней Азии, Индии и Ирана, где они когда проживали, имели длительные контакты с местными народами, поэтому религия Суара-Булгар наблюдает поразительные параллели с пантеоном богов и духов древнейших земледельцев этих регионов. В работе «Культура Суара-Булгар. Этническое и мифологическое представление» говорится о влиянии зороастризма на этническую религию чувашей. Эта религия ошибочно названа именем мировой. Ну, на самом деле, зороастризм не стал ею, как вы знаете, но оказал влияние на все мировые религии. Одно из ее самоназваний – Маздая Асна, авестийское, почитание Мазды или Мазды, что, по мнению авторов, на суара-булгарском звучит как Маздая Азн, почитание Мазду, где Маздай – этническое имя. Другое самоназвание зороастризма – Вахви Даяна,
Бигдин, благая вера, благоверный Бигдин. А тут дается чувашский перевод Пахаджин. То есть не чувашский, сувара-булгарский означает благая вера. Имя основателя религии Зороастра в сувара-булгарской морфонологии, как пишет автор, звучит как Шураштар. Шураштар. То есть Зороастр, Шураштар. То есть прийти к взаимному согласию. И неудивительно, что религия сувара-булгар имеет несомненную схожесть с зороастризмом, заключает регионализм. В работе приводятся многочисленные чувашские мифонимы, которые схожи, по мнению авторов, по звучанию и значению с древнеегипетскими, с древнеиндийскими, хетскими, месопотамскими, хуритскими, персидскими и другими мифологическими терминами. Ну, приведу буквально несколько примеров. Тора, сувара-булгарская, ему соответствует Тора, Тр, египетская, Тара, древнеиндийская, богиня-спасительница, Тару, хетская, бог грозы. Щидура, сувара-булгарская, сибирский бог. Соответствует ему, по мнению авторов, месопотамская Сидуру, хозяйка богов. Далее. Она, сувара-булгарское, божество плодородия. Ану, месопотамское, небо плодородия. Кебе, защищающий народ, добрый дух, покров, защита, формообразующий принцип исходит от имени Куба Геба, супруги братского принципа божества Тейшебы. Щить, разорвать, содрать, исчезнуть. Свет, разрушающее, стирающее, исчезающее начало. И ряд других. Ряд приведенных параллелей, например, Пилишти, Пигамбар, Аштага, по всей видимости, имеет персидское происхождение, что разделяется учеными. Другие же имеют дискуссионный характер. По мнению большинства ученых, термины Кибе и Исрель восходят к арабским словам Кааба, главным мусульманским в Мекке, и Азраил, ангел смерти. А Йерих, древнетюркскому термину священный, сохранившему слова дык, изге, жертва. Автором Йерих как Йехдес, наследие рода, образы ушедших предков. Существование ряда приведенных мифонимов вовсе спорны, не подтверждается основными источниками по мифологии чувашей. Теория Тура, по утверждению Ювеналиуса, означает «ту-ыра» – «твори добро», «ту-ра» – «гора плюс солнце» или «твори солнце», «туре» – «сотворил». Творец Тура, Бог везде и всюду, одновременно находится в любом кусочке своего творения, поэтому конкретно единого образа Тура нет. Также изображаются другие небесные духи – Кибе, Пиршти, Пигамбар и так далее. Но есть символы и знаки Бога, Тура Балды, подлежащие почитанию. Такая точка зрения не соответствует действительности. Если в древнейшую эпоху многие мифологические персонажи представлялись в зооморфном виде, в качестве отдельных животных, появляются чем социальным уроком, то с течением времени некоторые божества в сознании людей стали принимать антропоморфное очитание. Например, верховный бог чувашей, Тура, представлял образ седоволосого старика с белой бородой и плоской руки. Божество Пигамбар, доброго мужика, пастуха, иногда с ростью, ангел-хранитель человеческих душ Пиршти, красивой девушки или седой старухи белого няни, и этот ряд можно продолжить. Интерес представляет раздел о мифологических символах с оригинальной трактовкой материала. Авторы книги называют религию сувара-булгар монотеистической, выделяют единого бога, творца, Пердура. В то же время, как полагают они, многочисленные духи мифические существа всего лишь его творение и не являются божествами. В качестве аргумента обоснования тезиса приводят книгу венгерского ученого Дюла Мессерша «Памятники старой чувашской веры». Действительно, в литературе источников встречается синоним Пердура и монотеистические воззрения чувашей. Основная масса документов публикаций, сотни томов рукописных собраний, фондов Николая Васильевича Николского, Николая Ивановича Ашмарина и других свидетельствует о существовании многобожия, совершении чувашами молений и жертвоприношений не только Тура, но и его семейству, и окружению, и множеству других божеств и духов, а также функционировании в народном сознании самостоятельных божеств и духов. Книга «Этническая религия. Традиционные праздники Авраама Сувара-Булгар» предков чувашей во многом повторяет, дополняет прежнее издание 2013 года. Но в настоящий раздел включен в раздел по чувашской мифологии. Он написан на основании изданной литературы и в целом отражает реальную картину религиозно-мифологических представлений и образов чувашей. Отрадно, что авторы использовали многочисленные материалы из книги «Чувашская мифология и этнографический справочник», изданной в 2017 году коллективом авторов Чувашского государственного института гуманитарных наук. Однако ссылки на нее отсутствуют. В блоге по мифологии в формате словаря справочника представлены другие этнографические сведения. Следующий раздел посвящен этнической религии. В нем представлены основные положения книги 2013 года. Автор, в частности, утверждает, что на Керемете обращается только к духам ушедших предков в Атызен.
это неверно. В таком случае скрывается мифологическая сущность персонажа и смысл обряда моления жертвоприношения. На святилищах Ереметищах чуваши прежде всего обращаются к божеству или духу Еремей, чтобы он избавил их от болезней и бедствий. Источники также свидетельствуют, что адресатами молений были божества Еремей, Аружа Еремей, Аша Еремей, Ужа, Аска Еремей, Хаяли и много других. Двух известных умерших предков чуваши также обращались на Еремеича. В их число относились Вален, Ужа Еремеича, Чемин Еремеича, Сург Еремеича, Макар Еремеича и другие. В иных разделах книги рассматриваются символические образы, календарные праздники, обряды, выражения национальной культуры. Они сопровождаются богатыми иллюстрациями. В 2021-2022 годах были изданы две брошюрки объемом 20 страниц, посвященные выявлению элементов зороастрийской религии в чувашской этнокультуре. Это Алмантай Владимир Николаевич, Сувалин, Вырак, Митязень, проявление зороастризма в этнокультуре Сувара Чувашей, Чебоксары, 2021 год. И вторая книга Алмантай Владимир Николаевич, Лисина Алюбова Инна Ивановна, идеи и образы Авестры в этнокультуре Сувара Чувашей, Чебоксары, 2022 год. По их мнению, религия чувашей испытала сильнейшее влияние зороастризма древних иранцев. Чуваши по сей день продолжают его традиции. В первой работе авторы вслед за Ибн-Алюми отмечают, что слово «тур» исходит от слов «ту» — гора и «ра» — солнце. «Туара» — сотвори, «ту-ыр» — твори добро. Там в издании немало древних современных чувашских языковых параллелей, основанных на созвучии переплетенных слов. Считается авторами, что еще до нашей эры у Сувар в рамках религии сформировалась сфера Тура, система знаний о космосе и месте человека во Вселенной. А чувашская Тура, египетская Тора и так далее имеют общий корень и схожий смысл. Тура также считается, исследователи исходит от верховного божества иранского зороастрийского пантеона Ахура Мазда, то есть калька Ахура Мазды. Ахура Мазда, внимание, Ах, Тура, Мастай. Ахура Мазда. Где Ах — это дух, частица вечности, и Мастай Тура — это бог мудрости. Между тем, в современной науке наиболее аргументированной и убедительной является гипотеза происхождения чувашского термина Тура от прототюркского тангри. Он прошел следующий этап фонетической трансформации. Это прототюркская тангри, проакурская тангры, древнебулгарская тангры, тары, булгарская тора, чувашская тура. Истоки тура от тангри были установлены еще в середине 19 века и получили подтверждение исследований историков, антропологов, этнологов, лингвистов, контрактистов 20-21 века. Первоначальным значением данной лексемы во всей видимости было небо, затем Бог, позднее появилась семантика иконы и образа. Не без интереса отметить, что в разделе «Религиозные верования» книги Сувары предки Чувашей, а также книги «Кто мы? Сувары, болгары и Чуваши» очерки Владимира Николаевича Алмантая утверждается, что отголоски рождения неба под названием Тура Тенгри прослеживаются в чувашских молитвословиях, что культура Тенгри был связан с почитанием государственных дубовых рощ. Иными словами, допускается связь с названием чувашского культуры древнегрузский Тенгри. А в другом случае даны совершенно другие гипотезы. Саму зороастрийскую религию автор называет Сардаш, то есть Сара Ошра, свет в душе. И вот от авесийского Заратустра. Заратустра от слов Сара, Тус, Ыра. Ну и также, как предыдущие авторы, Шураштар, префикс взаимного согласия соответствует Зороастру, основателю религии. А священная книга зороастрийцев, Авеста, исследователи по-чувашски именуется Ывышра, то есть ладони, горсть молитв ладоней. Сувара чувашской культуры зороастризма, следовательно, отличается ряд сходных элементов: дуализм, пантеизм, название духов и божеств и другие. Некоторые чувашские термины авторы, в том числе ссылаясь на работу языковеда и переводчика Андреева Курги, искусствоведа Трофимова, художников и дизайнеров иконографов, выводят из древнеиранских, связанных с зороастрийской религией. Анкромининг — это анкромайн, андропут — враждебный огонь, от андро — разрушительный огонь, ну и ряд других. Большой интерес представляет авторам чувашского воззрения о Еремее. Они дают ему другое название Ирзамай. Доброе дело. Самай — порядочный, немалый взгляд, порядочный. В
Действительно, ученым установлено, что до исламизации и христианизации чувашский Керемет назывался Ира. Это термин восходит к древнему тюркскому «ари» – очищаться, «ари» – чистый, незагрязненный, нравственно безупречный. Смотрите, древний тюркский словарь Екатерины Федотова, Родионова, 9 века. К тому же в источниках Керемет встречается и под наименованием Кирилю, Кирелли, Киреле, Кирезем. Авторы брошюр принимают за веру разные этимологии. Керемет от «кер» – ходить, иметь, мечта, желание. То есть придет мечта, придет желание. Точно так же появляется ряд этимологий Василия Егорова. Ну, в действительности большинство ученых считает, что арабская форма иметь чудо совершенно святым наиболее вероятно на сегодняшний день. Во второй брошюре «Идеи и опыты Одессы культуры Сувара Чувашей, Алматая и Лисиной Муковой» рассматривается священная книга зороастрийцев Одесса и ее гимны. Выдвигается гипотеза о сходстве религиозного текста с чувашской культурой. Многие положения повторяются смыслами, изложенными в брошюре ранней 21 года. Как повествуют авторы, гимны читали зороастрийцами во время богослужения при приготовлении и жертвовании хаомы, священного напитка. Хаома, то есть буквально выжимаемая, рассеянный способ для приготовления ритуального напитка. В нем они видят параллель с чувашским хамла, из которого изготавливали сыра пива. Исследователи пытаются найти связь чувашских молитв с зороастрийскими. Чувашской ритуальной культурной практики зороастрийской. Причем приводятся томы, своды чувашского народного творчества, не всем легенциям Палавчем, неприличное предание 2004 года, и «Приземле Кирзем», благословение молитвословия 2005 года. Иногда дается не текст молитвы, а точка зрения составителей и научных редакторов и далее. Ряд оригинальных текстов чувашских молитвословий перед авторами искаженно и не полностью. Например, в томе Кирзем. Так, обращение к Верховному Богу чувашей в томе Кирзем идет через Эйдура Бабай. А авторы брошюры «Начальные слова всех молитв» изменили на Ахтура. По всей видимости, чтобы соответствовать гипотезе о соотношении зороастрийского названия Бога Ахтура Мазды и чувашского их аналога Ахтура Мастай. Поэтому все начальные обращения к Богу с Эйдура, с оригинальной источником переведены на Ахтура. И вот такой вариант был дан в этой брошюре. В одной из молитвословий «Ужа и Южне» Кильжули Александр Лагранкильзем вовсе отсутствует обращение к Тура, а в работе начало молитвы добавлено Ахтура. Строчки молитвословия «Урала Кили, Ужа Гели». Чуваш Уза Кили, Пустая Машу Чандала, Куртану Синям Плану Аренди. Заменена Сувар Чуваш Уза Кили, Пустая Машу Чандала, Плану Аренди. То есть тут добавляется Сувар. А на самом источнике, конечно, этого слова не было. Да? Влияние зороастризма на чувашскую религию, несомненно, было, когда Египет Исаакира во втором веках жили на территории Северного Кавказа, возможно, и ранее в Средней Азии, взаимодействие с иранскими именами зороастризма. Но оно было не существенным. В действительности есть ряд моментов, которые свидетельствуют о влиянии зороастризма. Это борьба добрых и злых сил, конечно, что это присуще религии большинства народов мира. Это и огнепоклонничество, действительно. Чуваши, как и многие этнические общности древности, почитали огонь, он выполнял священные очистительные функции. Это поклонение звездного небосвода. Чуваши верят, что у каждого человека на небе есть своя звезда, которая появляется в момент рождения человека и падает в смерти и так далее. Это ряд названий божеств и духов, в том числе и Перешти, и Пигамбар, возможно, и Аждаха. Вот они имеют персидские корни, с этим ученые также не спорят. В погребальной традиции чуваши некоторых селений в день установления антропоморфа на столба Юба на могиле умершего человека туда же ставили чардак, символический домик из сруба или доска. По трофиму чардак – это зороастрийский храм, да? Но это точка зрения достаточно спорная. Итак, анализ рассматриваемых трудов позволяет прийти к следующим теоретико-методологическим выводам. Для проведения историко-этнологических исследований, реконструкции древнейшей истории и культуры необходимы специальное историческое образование, источниковедческие и палеографические знания и науки, а также уверенное владение методами исторического исследования. Многие языковые параллели, приведенные в книгах и брошюрах, не имеют лингвистических оснований, противоречат лексико-фонетическим закономерностям чувашского языка, являются народной этимологией,
основанные на элементарном созвучии слов древних этнических обществ и современных чувашей. Нужно учитывать то, что язык, а соответственно и слова, менялись на протяжении исторического развития этноса, его взаимодействия с различными народами, культурами и языками. Так, например, слово в VI веке до нашей эры, в X веке нашей эры, в XIX веке нашей эры, оно не может быть идентичным, оно менялось, оно трансформировалось и подвергалось поэтапной трансформации. Есть еще один важный нюанс. Сравнение может быть объективным и достоверным, если древний язык сравнивать с древним языком, а не с современным языком. Регионоведы часто ссылаются не на архивные документы, опубликованные источники или традиционные публикации, а на работу разных авторов, краеведов, материалов учебных пособий, сборников статей, коллективных монографий. В связи с этим приведенные факты и суждения не всегда отвечают критериям научной достоверности. Нередко они не подкреплены соответствующей источниковой базой и нуждаются в дополнительных исследованиях, привлечении новых документальных материалов. Гипотезы нередко возводятся в рамки теоретического и устоявшегося в науке факта. Их необходимо еще обосновать. Причем игнорируются положения, доказанные различными учеными, этнографами, религоведами, мифологами и принятой исторической науки. Что касается верований чувашского этноса, то они не являются разновидностью зороастризма или религии древних племен Месопотамии, Индии, Ирана или Египта, а представляют собой сложную по генезису и содержанию религиозно-мифологическую систему, в которой отразились ранние архаические религии, это анимизм, фетишизм, магия, культ предков, некоторые черты зороастризма и тенгрианства, дохристианские, христианские и исламские элементы. Очевидно, на протяжении длительного историко-культурного развития религия чувашейных предков выбирала себе мифологическое представление и религиозные практики многих племен и народов Евразии, поэтому следует констатировать наличие религиозного синкретизма. В целом, мы приветствуем изыскания в области исторического проявления регионоведения. Они играют важную роль в познании истории и культуры родного края, распространении знаний о них, возрождении культурных традиций народа, способствуют, конечно же, также и популяризации историко-культурного наследия, формированию национального самосознания чувашей. Однако факты и предположения должны быть выверенными и доказанными и должны противоречить основной массе исторических источников. Спасибо. Видимо, там Виктор Владимирович выступление. У нас предложение подготовить и опубликовать следующий номер гуманитарной вести вашу статью. Спасибо большое. Очень содержательно. Следующий выступающий Геннадий Анатольевич. Сейчас, секунду. Дикер Геннадий Анатольевич о любительском языкознании и лингвистической и обоснованных концепциях чувашского ведения. Кстати, Юрий Иванович, вот я могу сказать, что можно предоставить. Я потом. Сейчас, секунду, давайте я договорю. Я сейчас здесь выступаю. Председатель стал, поэтому будьте добры. Юрий Иванович может подготовить полноценно свою статью, потом вам можем это предоставить, потом аргументированно вы можете, значит, сейчас, секунду. Можете аргументированно, значит, оппонировать уже тем утверждениям, которые были высказаны Дмитрию Владимировичу, если вы на это пойдете. Пожалуйста. В последнее время я так очень знакомился с произведениями альтернативной науки, видимо, немножко рассчитал свои силы и немножко болею. Существует, как известно, настоящая наука, древняя наука, наивная наука и любительская. И лингвистика тоже хорошо. Настоящая лингвистика, наивная лингвистика и квазилингвистика. Каждый человек использует в своей повседневной жизни хотя бы один язык и обладает обыденными практическими знаниями о нем, собственным представлениями о нем, усвоив языка, возможностях его изучения и так далее. Вот это, все это специалисты называют бытовым или обиходным языкознанием, а также естественной или наивной лингвистикой. Некоторые люди выражают свои обиходные знания в языке в виде статей, книг, то есть занимаются лингвистическим языкознанием, которое не является ни подлинной лингвистикой,
все научные знания. Тем не менее, мы одобряем интерес этих подобных авторов по языку, понимаем желание творчески реализоваться, ну, если, конечно, если их деятельность не приобретает уродливые агрессивные формы. Когда псевдоисследователи занимаются, когда псевдоисследователи занимают враждебную лингвистике позицию, считают уместным без апелляционных критиковать специалистов, устраивает глумление над наукой, то, естественно, приходится выступать в защиту науки и проявлять абсолютно недостатки. Давно доказано, чем меньше знает человек, тем больше он уверен, то хорошо разбирается в проблеме. Но нужно признать, разумеется, и наука может заблуждаться, как это было, например, с состоянием падения метеоритов. Но отличие науки от науки, по-моему, в том и состоит, что она признает собственные заблуждения и ошибки, а часто псевдонаука, квазинаука не хочет признать свои ошибки. Кстати, защищая альтернативную науку, можно вспомнить известное выражение, как ковчег построили любители, а титаны построили профессионалы. Мы их знаем их суть. И борьба с лженаукой может приобретать уродливые формы. Это на примере комиссии по борьбе с лженаукой можно тоже увидеть. Например, мы знаем борьбу представителей комиссии по борьбе с лженаукой Кругляковой и Биркеровой, когда и Биркерова отнесли к научным фрикам, ее деятельность отнесли к лженауке, то есть такие просто тоже бывают. Возвращаясь к чувашеведению, как уже и сказали, предтечей в этой области можно считать Ивана Петровича Егорова и другие. Он, естественно, не на пустом месте, опирается его теория, его концепция опирается на работу Кавказа Мара Николаевича. Он, как известно, был признан ученым в своей области, Кавказоведения, но его учение о языке принесло науке много вреда. Из типичных примеров хорошо, когда наука знает свое место, квазинаука свое место, они существуют. Наука и альтернативная наука существуют сами по себе, каждый знает свое место, но когда представители псевдонауки начинают атаковать науку, его представители, то, естественно, приходится защищаться. Одним из таких активных специалистов квазинауки, псевдонауки, можно сказать, Николай Михайлович Озеров, который часто выступает как председатель Совета старейшин, публикует свои так называемые исследования в интернете, в книгах.
словаре, даже в чем только он не обвиняет автор словаря и его редактора. Он пишет, что в новом словаре будто бы отсутствуют звонкие согласные на чувашских словах. Что Петровна, вот то, что там здесь это сын, да? что и петух не так поет на нашем словаре. И приписывает, что присутствует словосочетание, которое на самом деле не там не зафиксировано и так далее. Или вспомнить его статью «Мурский». Некоторые тезисы из этой статьи. Свод обновленных правил чувашской орфографии Жгер называет глупейшим историей мировой цивилизации с законом о раздельном написании сложных слов. Считает, что нынешняя чувашская интеллигенция поддалась провокациям реформаторов-дураков. Эти реформаторы, по его мнению, цитирую, полудоктора и полупрофессора. В конце статьи он приходит к выводу, что сырая, недоделанная чувашская грамматика со всеми орфографиями и транскрипциями должна быть переделана по русскому образцу, по его нивелиру, по его главным правилам. То есть совершенно языки разные строя. И он предлагает описывать по общему одинокому языку. Вот это один представитель альтернативной науки. Кроме этого, бывают крупные специалисты в своей области, подлинные специалисты, но когда начинают заниматься смежными областями, скажем, там случае лингвистикой, допускают ошибки, заблуждения, поскольку не являются здесь они специалистами. Вот одним из таких течений в чувашеведении является так называемый течение суваризм. На сегодняшний день в чувашеведении существует 3 научно-необоснованных направления, которые можно называть единым термином суваризм. Так как они отрицают теорию полудо-чувашской языковой, этнической и культурной преемственности и ведут происхождение чувашского этноса исключительно от сувар Волжской Булгарии. Условно можно назвать суваризм группы Павландая, Мандрова, Салмина. Они имеют и общие признаки, и своеобразие. Давайте откроем слайды и посмотрим наглядно, в чем их ошибка. Презентацию какую? Ты это сейчас открыл, что ли? Это суваризм? Да. Ну, открыл же. Это? Например, они хурильские хурали, дом, храм, сравнивают с чувашским пюрки, избак, которые имеют совершенно другую этимологию. Или Мадров, акадское имя богини бездны, Тиамати, Тиамат, сравнивает с чувашским Киамат. Последнее, как известно, является
арабским словом представляет собой арабское происхождение и связано с арабским киямат, светопроставление, конец света и так далее. У Салмана таких примеров также большое количество. Например, он чувашские хуняма свекровь, хуняджа свекровь сравнивает с мансийским хон царь. Автор даже не посмотрел этимологические словари чувашского языка Егора, Федотова, а там написано, что чувашская хунь – это в соответствии к кыпчакскому и татарскому кайн, который тоже отдельно не употребляется. Сравните, например, татарская кайната свекровь, кайнана свекровь. Вот эти слова и чувашская хунь восходят к монгольскому хань, друг, подруга, муж, жена. А мансийская хон надо сравнивать с чувашским хон, имеющее значение хан. Итак, это слово, как казанский татарский хан, возникло от мансийской и чувашской кыпчакского языка поздней золотой орды. Кассиум хронически невесомое сравнение Мазура можно привести сравнение лещинского слова, лещинский язык, который представлен в Грузии и Дагестане. Он сравнивает лещинское тюрке, баран, чувашский агат с тем же значением. Вы, конечно, не делаете. Вы можете на слайде посмотреть на рядом. Этноним Сувар, этноним Сабир, имеет иранское происхождение и дословно означает просто всадник. То есть можно обозначать любого кочевника-всадника, независимо от языка и антропологического облика. Однако фонетические особенности первого слова говорят о его позднем новоклассическом происхождении, то есть после VI века нашей эры. А второго по его более раннему, восточно иранскому происхождению. И аланский предок современно в общем, ранее восточно-иранское происхождение. Поэтому сувары и сабиры – это либо две разные ветви одного народа, среднеазиатских сабиров, тогда сувар следует признать более поздними прецедентами из Средней Азии и Каспия, Черноморья и Среднего полуострова, ранее VI века. А вот сабиры более ранними переселенцами из того же региона на Северный Кавказ, то есть III-IV веках нашей эры, либо даже два разных народа. В любом случае у суваров Волжской и Булгарии нет прямой преемственности с сабирами Северного Кавказа. Этноним сабир, сабир на самом деле таковым не является этнонимом. Это название страны. Это название, скорее всего, образованного котлетской приставки место, страна, место, здесь бер, который является прототипом слова ебер, житель евреев. Так на котлетском называлась страна обитания грузинских племен. То есть этноним звучал на самом деле как спель. Как видим, это слово очень далеко от этнонима сабир, скорее всего, имеет другие кириллы. Следует также отметить, отдельные совпадения в двух языках, даже на уровне реконструкции, могут быть просто случайностями из ограниченного набора фонем в естественном языке, что было давно отмечено учеными важных специалистов.
элементарные культурологические концепции Мангова, Салмина, сравнение, их сравнение хотя и интересно, но и эффективно, то есть избирательное, нет полной реконструкции чувашской культуры и системного сравнения ее с другой культурой, кавказской или ближневосточной, как древней, так и современной. Спасибо. Период Сейчас пока буквально полминуты займу, потом буду предоставлять слово Юрию Геннадьевичу Серезмапару, Александр Викторович Серезмапару. Вот мы как-то вот лет 10 назад буквально говорили с Виталием Петровичем по поводу того, что вот, у нас специалистов по 8 направлениям работают в нашем институте. И то в этих 8 направлениях, как выразился Виталий Петрович, очень корректно, у каждого птичий язык свой. То есть друг друга тяжело понять, друг друга почти невозможно понять. Допустим, Геннадий Анатольевич написал там пиоративное поле или с пиоративной коннотацией. Разве что могут понять это филологи, а историки, я думаю, тоже не поймут. Поэтому здесь терминологический аппарат он такой. И вот проблема в чем? Вторая проблема уже, это проблема в том, что мы, используя академический язык, очень пишем тяжело для обычного читателя. Мы пишем, вернее, наши коллеги пишут для академического круга, соответственно, возникает вот такой диссонанс, что то, что издается институтом, и то, что издается нашими коллегами в других институтах, это получает широкое распространение у обычного обывателя. То есть обыватель не интересуется. И, соответственно, нам бы хотелось понять, и потом уже, опять в кавычках, есть такой язык суржик. Суржик — это смещение, это вот украинский и русский язык совместились и создался вот такой, он даже не литературный язык, просто вот такой обиходный язык, и он используется. Также, мне кажется, что настала пора, по мнению Дмитрия Володихина, настала пора активно отстаивать академическую науку и достижения академической науки. Но здесь уже стиль должен быть интересным для обывателя. Вот примерно так обозначу. Юрий Геннадьевич Серезмапару. Хорошо. Будьте стар. Вот товарищ выступил, что... Сейчас, секунду еще раз. Товарищ, давайте не будем упрекать, это его позиция. А нет, я не знаю его фамилию просто. Нет. Зовут его Егор Дмитрий Владимирович. Еще раз говорю. Смотрите, это наше заседание круглого стола. Мы не цель кого-то обвинить, кого-то там ругаем. Наша задача говорить о том, что есть на свете. То есть, как видят классические ученые на те издания, которые издаются в ипостаси. И, соответственно, здесь давайте так друг друга не будем обвинять. Контраргумент. Пожалуйста, допустим, он сказал так. Тогда давайте используем контраргумент. Хорошо? Нет. Значит, спасибо. Он выступил, что сказал, там ссылок нет в этой книге. Вот как раз только сейчас вы сказали, что в научных книгах очень много ссылок, и читатели обыкновенные очень долго его не понимают доступным языком. Потом вот эти праздники Уйчук и Кереметь. Вот я с армии пришел 50 лет назад, да, всю Чувашию в рекламном комбинате работал, в каждом районе по-своему. Мы эту тематику очень изучили глубоко. И в нашей книге приводится масса материальных экспонатов, которые подтверждают нами сказанное. И мы в основном использовали материалы Трофимова, который очень глубоко изучал эти явления. Поэтому я критику воспринимаю. Я бы хотел, чтобы ваши сотрудники написали... Сотрудники института, чтобы они написали интересную иллюстрированную книгу, лучше, чем наши, раз в 10. Я бы восхищался и везде бы говорил, что это гениальная книга. Спасибо. Да. Наши книги, они как-то где-то почти все занимают, дипломы завоевали, и там антинаучности нету. А вот слова
за 500, за 200 лет меняется, это мы не можем, прямо ни ученые, ни мы не можем доказать, какие слова это были. Но схожесть слов и значения полностью, если совпадает, мы имеем право его в качестве версии напечатать. Значит, сразу скажу такую вещь. Юрий Юрьевич, я не говорил по поводу научного аппарата. Я говорил по поводу упрощения стиля. То есть языковой стиль и научный аппарат, это немножко разные вещи. Нет, доступно. Я просто говорю, да, это первый тезис, второй тезис. По поводу красочности, по поводу колор, как говорится, да, я с вами не спорю, но самое главное в книге содержание, достоверность информации, мне так кажется, так ведь, да? Поэтому мы с вами здесь расходимся, конечно, в наших позициях, но ничего страшного нет. Беда, начало, как говорится, будем обсуждать, будем работать, так ведь, да, Михаил Григорьевич? Конечно, сейчас, Михаил Григорьевич, если позволите, сначала вот у нас нетерпение, прям как такой молодой жеребец, перед скачками Александр Никонович хочет. Александр Николаевич, значит, 5 минут. Постараюсь. Давайте. Здравствуйте. Мы ждали этой встречи уже, наверное, не 1 год. Наконец дождались. Вам большое, Николаевич, спасибо за эту встречу. Тем более академики, краеведы, наверное, уже при каждой встрече мы говорим, почему у нас нет связи с институтами. Это я почему такие слова говорю, потому что я в Казани работаю краеведом, встречаемся мы и в институте награждения, и краеведами, и проводятся краеведы проводят. Там присутствуют все представители институтов. А в Казани, сами знаете, сколько там и археологи, и каких только институтов нет. Намного больше, чем и даже Академия наук. А у нас почему-то в Чувашии нет Академии, тоже непонятно. Хотя, наверное, уже выполняется роль Академии в Чувашии, нет. Плохо. И почему? И поэтому приходит то, что сегодня обсуждаете эту тему, вот вы Юнарию слушали и других краеведов, у них душа болит. Вы говорите нам, что это мы какие-то там лженаучники, нас приводите там лженаучников, если что-то вы находите там 10 вариантов, время свое отнимаете, нас записываете лженаучниками. Ну ладно, хорошо. Татарские ученые, всех ученых, я что-то не помню, которого я хорошо, всех чувашских ученых называют лженаучниками. Тогда получается, мы с вами на одном уровне. Ну, что об этом не буду. Но вообще хочется, чтобы представители, так как вы курируете над этими всеми научными работами, так как вы отвечаете непосредственно на нашу историю, скажем, я интересуюсь историей Чувашии, этой историей занимаюсь, чтобы ваши представители были в национальных академиях, конференциях и краеведов. Это, наверное, мне кажется, все-таки возможно. У нас и даже приглашаем, да, приглашаем. Нам будет интереснее. Тогда не было бы таких немного боли, скажем так. Хотя я вижу на ваших глазах, сколько у вас боли, хочется высказать что-то, может быть, мы можем высказывать, нам терять нечего. Мы зарплату здесь не получаем, мы сейчас закончим. Поэтому мы высказываем. Ну, один из примеров. А еще, мы к вам обращаемся не для того, чтобы там мы приглашаем на 10 ученых, про меня пишут, что я какой-то недостатки. Мы к вам обращаемся за помощью и за критикой, за помощью для того, чтобы что-нибудь изменить этой истории. Потому что по сравнению с татарами, вот я сравниваю, почему мне больно, почему когда говорят, что чуваши критикуют, хотя в последнее время это уже не говорят. Сейчас уже редкие требуют чуваши и татары, а тут уже говорим, уже лишь немного. Вот в частности, Соколиба. Ну, наверное, этой книги, наверное, большинство сидящих нам знакомы. Откуда появилась Соколиба? Про Соколибу называются все ученые всего мира. И мусульманский мир, российские ученые, татарские ученые, кроме чувашских ученых, все занимаются этой темой Соколиба. Арабы, все северный народ называли Соколиба. Почему назвали? Все 10 вариантов.
это даже не 10 лет. Сколько ученых, столько вариантов. Все по свои мысли свои высказывают. Конечно, я инженер-механик. Мне больно, когда какая-то мысль, да, я не говорю, что это гипотеза, правильно сказали, что это гипотеза, что это не подтвержденное. Но с меня, когда спрашивают 200 гипотез, еще 10 гипотез, это 10, мне, конечно, обидно. Я, наоборот, хочу к вам обратиться, чтобы вот эту книгу вы посмотрели, включили в план работы института, и вместе с вами, и вы не думаете, что это я просто взял, оттуда и записал. У меня очень много литературы по этой части, может быть, даже больше, чем у вас. Поэтому я хочу с вами работать вместе по этой теме. Что такое, или смешно мне? Или вам смешно, хорошо. Мы же лженаучники, согласны, а вы ученые. А вы закончили, как там Николай у нас был. Это же вот историк, это не арифметика, это высшая математика. Хотя он не знал, наверное, что мы инженеры не только высшей математику и математику изучали. Там это не туда. Соколевы. Значит, я не буду сейчас, потому что времени у нас мало, я не буду обозначать много рассказать, какие ученые что думали. Просто я пришел к выводу, что все ученые говорят, что это этнические выражения. Относятся как? Кто-то доказывает, что это болгары, кто-то славяне, кто-то финны, венгры, есть разные варианты. А я как инженер, мне можно, я говорю, это не этническое название народов. Арабы называли их условно шакалы. Шакал это шакал, переводе немецкого языка, если там других языков. Да, это непонятно для ученых. Но если так глубже посмотреть, оказывается, в древности есть мифология, что волчица кормила детеныша, выкормила, и из них появились народы. Дальше я тут несколько вариантов, я помню, что тут у меня время сияет. То есть в этой книге все написано, почему называли шакалами арабы наших предков. В основном северные народы, царя Алмушкара назвали сакалибами, страну назвали сакалибами. Значит, я нашел доказывающий элемент, откуда слово шакал. Оказывается, в Египте, в Древнем Египте, в загробном мире шакал это был бог, почтимый бог. Бог, да, почитали его. Дальше его превратили как бы в слугу. А у арабов слуги в основном были из северных народов. Их назвали шакалами, египтяне их назвали шакалами. Вот поэтому я так понимаю, шакал слово это получится оттуда. Сейчас так больше самое рассказывается. Это можно продолжить еще одну минуту, дадите? Можно? Или я закончу? Можно. Значит, это предложение я довел до Москвы, до Российской академии наук. И они заинтересовались. Там международная конференция была, Российская академия наук. Я уже научный человек, мои работы они приняли как интересные. Я рассказал перед 15 стран, из безмусульманских стран были, которые занимались конференцией именно тематикой босских болгар. Они все единогласно доказали вот это, даже благодарность объявили. А меня, как понимаю, я сегодня вот смотрю, я уже, наверное, морально первый сам, я давно хотел это сказать, мне даже, честно признаться, вот, Юрий Николаевич, ладно, вы здесь понимаете немного, как вот это организовали. Иногда, когда за такой, это же мы бесплатно все делаем, на свои деньги все делаем, выпускаем как-то помощь нашим ученым. Но нет, это не надо. Нам еще пару лет займемся, но там уже не слышим, не видим, уже нам уже не понадобится. Хочется, чтобы вы эту работу дальше продолжили, исследовали. Вот за это только я беспокоюсь, и вот я сегодня здесь у вас. Спасибо. Сразу можем определить стиль выступления. Я еще раз бы просил не обвинять никого. Вы вот к нам сюда приехали и обвиняете нас. Никого не обвиняю. Поэтому давайте так.
как раз плавно корректности перейдем и будем обсуждать те вопросы, которые у нас в повестке дня есть. Так, да? А что касается Ирины Юрьевны здесь или Басманцев? Басманцев где? Нет Басманцев? Вышел, да? Сейчас пока значит, у нас круглый стол идет, быстро подготовьте, пожалуйста, благодарность от имени нашего ученого совета Александра Игоревича за труды его. Благодарность просим. Ну хорошо. Спасибо. Да. Николай Иванович, будьте добры, пожалуйста. Спасибо, друзья. Я хочу предложить другую точку зрения на следующую проблему, чтобы не расплываться. Вот о Сахалинах можно сейчас поспорить, можно еще о ком угодно. Вот так. По любому пункту можно дискуссию провести. Сегодня целая задача. Сразу хочу показать, принес вот такую книгу. Это из 200-томной библиотеки всемирной литературы. Всемирной литературы. Серьезное издание. И здесь поэзия народов СССР 19-го, начала 20 века. Знаете, кто здесь представлен? Кто за? Ну, Константин Иванов сначала, а потом Эминем. Я вернусь сейчас к этому, подойду к этой теме, как относиться к этому. Одинаковое количество страниц, что Константину Иванову дали, что Эминем. Фантастической персоне. Вот сегодня мы рассматриваем альтернативную науку, она как бы предмет размышления сегодня. Что же это такое? Исторические экскурсы, значит, филологические, лингвистические, художественные тоже тут представители альтернативных взглядов. Мы рассматриваем их именно как поиск нового знания, как науку. А есть другая точка зрения, которую я хочу предложить. Парадигму сменить. Цель альтернативной науки, то, что мы называем, в контексте, значит, которого оно не высказывается, но оно, мне кажется, присутствует не у всех. Некоторые честно, добросовестно думают, что занимаются наукой. Здесь вненаучная цель, скорее этнопсихологическая, не просто психологическая, вот национальная. Значит, это не познать истину истории народа, а самоутвердить свой народ или себя через достоинство своего народа. Самоутверждение, есть термин такой, психология именно. Не владея базовыми знаниями, здесь реализуется желание быть первооткрывателем, особенно вот Егоров, Геннадий, который здесь вспоминает. Он открывал и Шумер, Египет, все, значит, огромные открытия сделал. При этом игнорируется то, что не соответствует его представлению. Значит, и яркий пример я приведу из литературы. Вот как раз здесь. Литературная мистификация. Мистификация литературная – это научный термин, и мы, чуваши, должны ощущать себя достойными, что мы тоже дошли до этого. В XVIII веке Макферсон придумал, значит, Оссиана, и только через 100 лет разобрались. А в 20 веке чувашский писатель придумал Эминем. Ну, из каких-то вот источников устных писал. Но не только Эминем, не буду подробно говорить, а вот если вы откроете, первые же четверостишие здесь, это знаменитая Шельдер Кибер в переводе на русский язык. Один к одному. То есть народные стихи приписаны некому литературному творцу XIX века. Раньше Константина Иванова, раньше всех остальных. Значит, был такой индивидуум. Но есть у него еще такая теория, что Пулгали, известный через татарскую литературу, это булгарский писатель, поэт. А раз он булгарский, а чуваши булгары, значит он чувашский писатель. Вот и все. А язык татарский. Ну, это не будем вникать туда. Это одна из литературных мистификаций, которая существует у нас. И вот поэтому
я предлагаю различить. Вот когда Ну, мы раз. рассуждаем, наверное, будут какие-то публикации на эту тему, надеюсь, мы итоги будем подводить. Значит, можно различать вот такие мистификации, которые явление культуры многовековое существует в разных культурах ради самоутверждения, значит, вот исландского, по-моему, эпоса в XVIII веке, а в чувашской, значит, это Эмине. Вот есть мистификации, а есть еще фальсификации. Надо немножко различать. Значит, фальсификации ради личной карьеры. Ну, у нас подобная вещь, очень известная. Это Алексей Кукель в «Паутине исторического мифа». Книжка такая. Спасибо, значит, Валерию Ивановичу Макаревскому, который поработал. Царство его небесное, он собрал мощную аргументацию в том, что это многое фальсифицировано. И самое главное фальсифицировано, что Кукель является основоположником чувашского изобразительного искусства. Он неплохой художник, некоторые говорят средний. Да, если по-серьезному. Но основоположником он ни в коем случае не является. Он не занимался чувашской проблематикой. А то, что делал, это посредственно очень. Значит, вот это надо различать. И я дальше хочу предложить, чтобы литературоведы, наконец, у нас собрались и написали тут нашу чувашскую энциклопедию, как в Большой советской, в литературной 9-томной энциклопедии, литературной 1-томной энциклопедии, литературной мистификации статью. И дать эти примеры, что вот у нас есть такое явление, которому мы даем, значит, научное определение. Вот таким образом мы немножечко разведем вот эту паутину исторических мифов, которые множатся, но мы кое-что хотя бы оставили на место. Спасибо, что Спасибо большое. Спасибо большое. Мы любим самого молодых. Ага. Сыны будем, да. Сыны будем. Идилаев сыны. Идилаев Михаил Григорьевич. Помнит, наверное, вот, когда Юхмар это все издал, у меня тоже есть это. Ефросин Сергеевич писал специальную статью на эту тему. Опубликовали в нашем сборнике. Ну вот. Никто и не прочитал. Ну, я потом с Юхмой говорил, вот, ну, почему вот так делаешь? Ну, Виталий говорит, вот через 20-30 лет тебя не будет, меня не будет. Но люди будут читать, что была Эмине. То есть он надеется, что кто-нибудь, то есть все забудут, и в истории все равно останется Эмине. Вот, поэтому нам тоже надо писать, чтобы тоже осталось, что это фальсификация. Это не только таких фальсификаций, но действительно и мистификации, я их даже не различаю. Все в одной куче. Очень много. Даже среди наших известных ученых. Почему-то они путают. Ну вот, например, как будто записал такую-то легенду. И там гора Арамази. Ну, на Кавказе Арамази, это Кавказ. И откуда-то здесь тоже Арамази, как будто чуваши, значит, помнят это, как там мост строили. И с этой горы, значит, нашего Поволжья, мост построили и пришли, так сказать. Таких немало. Вот поэтому здесь только Авдеев, конечно, надо чистить. Это Авдеев, конечно, называется. Но я думаю, вот верным путем идем. Я давно переживал. И у нас с Аврушем был разговор, он обиделся, говорит, мою тему ты взял. Говорит, ты мою тему прихватил, приватизировал. Я там про Ибн Фадлана написал, но проблема Соколипов тоже затрагивал. Ну, самое главное вот в чем. Они все издают за свой счет, время теряют. Ну вот, чувашское, то есть это арабское слово. Харам есть, харам. Это все пустоту. Может не пустоту, но все-таки это очень
мизерная КПД, да, мизерная доля пользы от этой работы. Может, действительно, они самодовольными читают, знают. Ладно, наверное, не это, все-таки хотят самоутвердиться, это хорошо. Ну, пиши о своем роде до 10-20 поколения, истории своего села, родных, героев своего края. Это доступные материалы. Там больше так, все равно надо ездить в Москву и так далее, добывать оригиналы, документы. Но такую глубину, несколько тысячелетние, лизать готовыми инструментарием, готовым знанием нельзя. Это здесь запрет, как Путин говорит. Красная линия. И мы тоже говорим для вас. Здесь красная линия. Если заходите, если без этого не бывает, потому что несколько тысячелетий только один язык сохранил. Может быть, там выше, может быть, другие там культуры. Но все-таки язык. А чтобы залезть в несколько тысячелетний период раньше, надо знать, во-первых, историческая грамматика, тюркских языков. Видели одну книгу хотя бы исторической грамматики тюркских языков? Есть специально, значит, фонетика, как развивается за несколько лет слова, фонетическое оформление слов. Лексика есть. Вот. Из китайского какие слова, из иранских языков какие слова. Есть готово, подсказки есть. Ну зачем вы все придумываете новые вот эти? Наука есть уже. Российская, советская и вообще мировая тюркология есть, наука. Вот. Спасибо. Вот все. Надо просто знать. Читать надо. Это логические слова тюркских языков. Пожалуйста, возьми вот эти слова, есть откуда произошло. Зачем вы ленитесь вот это читать? А почему только тюркские? Другие языки? Нумизматика, например. Нумизматика. Хорошо, спасибо. Я о языках говорю. А там нумизматика, там все написано. Пожалуйста. Я как представитель говорю о языках. Я хочу поблагодарить всех, но в конце раз говоря о том, что ему не давали ни одной грамотной благодарности, я хочу вручить Место заждался, спасибо. Чувашский государственный гуманитарий выражает благодарность краеведу Семену Савушеву Александру Никоновичу за активное участие в работе круглого стола истории и культуры Чувашского народа. Спасибо. Наши коллеги хотели выступить, но в силу того, что у нас тематика задана, и те вопросы, которые они хотят обсудить, они как бы не соприкасаются, не в разных полях находятся. И я гарантирую, что, я не знаю, через какой интервал, но в то же время мы должны приглашать вас, обсуждать те или иные вопросы, которые вас беспокоят. Мы это обязательно будем делать. И в то же время приглашаю в феврале следующего года, 8-го, наверное, скорее всего, там посмотрим, объявление дадим, также будем обсуждать вопросы, связанные, то есть научные доклады будут делаться, вопросы будут связаны как раз с актуальными вопросами нашей гуманитарной науки. Обязательно. Обязательно, то есть это я гарантирую. Всем большое спасибо за участие, за активное участие. Всем желаю добра и плодотворной научной деятельности. Спасибо.